Сегодня ТИКа активно участвует, это турецкая сторона. У нас была встреча с ними уже здесь. Это новый детский садик, который уже был запроектирован до нас даже. Да, но работы продолжаются, они приехали к новому мэру. Это будет на районе Кукурузного, это круглосуточный детский садик, там смета несколько миллионов. То есть потом региональный бюджет мы передали землю под строительство колледжа имени Эрдогана. То есть это тоже проект, который идет дальше. После этого по энергоэффективности у нас есть проекты, где мы сейчас готовим. Это у нас USAID. Это американское агентство, то есть, которое то, что нам помогали даже по этим автомобилям, то есть они часто помогают нашему региону. И сейчас у нас по энергоэффективности для меня это очень важный проект, потому что очень много средств уходит сегодня оплата электричества. Именно освещение города, и неэффективно освещается город, а средства приходят очень большие. Поэтому здесь сегодня речь идет о том, что в всем городе поменять на современные эконом-лампы, это диодные, это все, что есть сегодня в мире, самое современное. Для этого идет речь о 3 миллионах лей, которые будут внедрены в наш... Да, но самая главная проблема нашего города, это сегодня, конечно, Суканал. Сегодня, если говорить о цене на воду, которую мы также говорили, что она должна быть ниже, да, действительно, учитывая тот момент, что сегодня на 30% поднимается электричество, и мы цену на воду не поднимаем, то означает, что мы его отпустили на 30% по сравнению с другими местами. И мы очень жестко сейчас отнесемся к той части населения, которая сегодня у нас занимается воровством, кражей воды. То есть сегодня мы хотим подписать с каждым жителем города, который пользуется водой, чтобы мы имели доступ к их крану и счетчику. И нам очень несложно будет проверить, воруется вода или нет. Открыв кран, набрав 10 литров воды, счетчик должен показать 10 литров воды. А открыв кран, и когда счетчик ничего не показывает, значит это просто. Если сегодня житель города не захочет подписать сегодня с нами о том, что мы имеем право зайти и проверить, значит мы ему не будем давать воду просто и все. У нас нет другого варианта. Потому что сегодня никому не секрет, что одни платят за других. Но, к сожалению, многие горожане наши этого не понимают. Они через огороды, через дворы дают воду соседям, те пользуются бесплатно, а они сами за это же и платят. То есть эти вещи, я просто удивляюсь, почему наши горожане не понимают, почему в других государствах никогда в жизни вы не заставите кого-то, чтобы он дал бесплатно. Он четко понимает, что дав воду соседу, он за него будет платить. И действительно, вода должна быть стоить дешевле, себестоимость его перекачки стоит 10 или 12 максимум. Но почему? Многие платят 16. Вопрос очень серьезный, поэтому мы в этом плане примем очень жесткие меры.